Сегодня уровень воды в Лузе уже вернулся к привычным летним значениям, хотя всего пару дней назад проехать на автомобиле по южной части района не представлялось возможным. Из-за ливневых дождей Черныш, Оньмись, Верхолузье и Вилдорье оказались отрезанными от райцентра. Доставкой необходимых продуктов питания пришлось заняться спасателям. Накануне в потопленные населенные пункты отвезли последнюю партию провизии. Бригада выехала, они обеспечат доставку, а в дальнейшем уже сами торговые предприятия будут заниматься доставкой продуктов питания. А есть какие-то прогнозы? Когда... Ну, по прогнозам, что мы можем сказать? У нас каждый день дожди льют, но вот эта волна паводка, которая так внезапно возникла, это связано с тем, что все-таки в Кировской и в Новгородской области прошли обильные проливные дожди. Надеемся, что больше такого не повторится. Мы все равно ситуацию на контроле держим, потому что все службы к этому подключены. Приподнять пришлось аппарели, въезды на мосты. Именно они, до последнего оставаясь в воде, не давали проехать по понтонам малогабаритным машинам. Всю неделю жители Черныша до поселения добирались пешком по пристроенному узкому мостику. Его еще в конце июня собственноручно соорудил глава поселения. Паводки приходят сюда частенько. Этот уже 4-й с начала года. Мы до сюда доехали. Нам даже команда была выше... До 3,5 тонн машины не пропускали. Выше 3,5, потому что у них колеса высокие, они проезжали. КамАЗ проехал, у него колес не видно было. Мы доехали, мы сунулись, мы не смогли, потому что мы просто-напросто у нас вода бы прошла прямо через салон. Постояли, развернулись и обратно уехали. А вот добраться до деревень Оньмись, Верхолузье и Вилдорье до сих пор проблематично. Хотя понтонные мосты здесь поправили, но дорога от Ношеля до переправы находится в плачевном состоянии. Ее каждый день разбивают лесовозы, а сильные дожди только усугубили ситуацию. Добраться до переправы у нашей съемочной группы так и не получилось. Вот примерно здесь, на 18-м километре от Ношеля, более-менее щадящая дорога заканчивается. И дальше на простом легковом автомобиле проехать просто нельзя. Впрочем, спасатели утверждают, что и сами они добираются только на тяжелой технике. Внедорожники тоже проходят не во всех местах. Лесозаготовители, использующие дорогу под свои нужды, вроде как пытались ее отремонтировать. Вот сделали настил из бревен. Но из-за того, что насыпь грунтовая слишком тонкая и часто идут дожди, здесь все просто-напросто размыло. И если вот эти бревна еще более-менее толстые, то дальше идет тонкомер, который просто-напросто всплывает, и машины в нем зависают. Такого безобразия здесь примерно 5 километров. Местные жители сетуют, после такого ремонта стало только хуже. Раньше по дороге можно было хотя бы на УАЗах проехать. Сейчас же и они не помогают. К слову, нерадивые лесозаготовители из Кировской области и Пермского края. Возможно, поэтому им и все равно, что после них останется. Относятся к ней как к хозяйственной дороге, которая эксплуатируется. Идет дождь, не идет дождь, всегда. То есть необходимо вывести лес. А как там будут жить люди, как мы будем снабжать их почтой, продуктами питания, доставлять медикаменты, вывозить больных, как будто никого и не касается. То есть у них своя задача. Даже некоторые приходят и говорят: мы несем убытки. Но оказывается, жизнедеятельность людей тут не затрагивается. Они несут убытки. Все, одна позиция. Сегодня во все проблемные населенные пункты частники уже могут завозить продукты самостоятельно, без помощи спасателей. Впрочем, прогнозы синоптиков неутешительны. Осадки, пусть и не такие обильные, продолжатся, а значит, большая вода может нагрянуть снова. Любовь Филиппова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Прилузский район.